Генеральная репетиция торжественного открытия международного кинофестиваля идет полным ходом. «Золотая башня» пройдет здесь, в стенах Сунжского ДК. Заезд участников уже состоялся. Жителей и гостей региона ждет интересная развлекательная программа. Международный кинофестиваль «Золотая башня» ежегодно собирает в регионе кинематографистов из различных точек планеты. В этом году отобрано 50 фильмов из Белоруссии, Германии, Китая, Великобритании и Испании. Впервые в фестивале участвуют режиссеры из Бразилии, Индии и Южной Осетии. Это 20 игровых и 30 документальных кинолент. Оценивает участников профессиональное жюри. В их составе известные деятели искусств России и Ингушетии. Международный жюри кинофестиваля начал свою работу уже просматривать фильмы, которые представлены на фестиваль. Более 100 заявок было в этом году, и 12 стран мира принимают участие. Отборочная комиссия у нас находится в Москве, и те фильмы, которые были допущены до конкурса, мы будем смотреть. Учредители фестиваля правительства Ингушетии и Союз кинематографистов России. В конкурсе ежегодно участвуют фильмы ингушских режиссеров. Этот фестиваль также не стал исключением. Будут представлены 3 документальных фильма. Это Мадина Дзортова со своим фильмом, чтобы помнили. Это также фильм Муслима Сагова и Мадины Костоевой. Вот 3 режиссера, которые в этом году представят свои фильмы в номинации «Документальный фильм». Кинопоказ уже проходит на 16 площадках в регионе. Бесплатные просмотры с 10 утра до вечера стартовали в домах культуры во всех районах и городах. Частые зрители – молодежь Ингушетии. Фильмы были достаточно интересными, потому что в них показывалась история наших родных республик. И благодаря документальным фильмам мы можем узнать то, о чем раньше не слышали. Это хорошая возможность, особенно для нынешней молодежи, возможность узнать то, что происходит, как все строилась наша история. И они узнают о людях, которые много сделали для нашей страны. Символ кинофестиваля, статуэтка средневековой башни, вручается победителям различных номинаций. Мероприятие проходит уже 9-й год подряд. Номинаций в этом году также 9, в том числе и гран-при фестиваля. Кинофестиваль «Золотая башня» – значимое культурное событие не только в регионе, но и за его пределами. За все годы его существования были представлены киноленты из 25 стран мира. Это единственное, в общем-то, такого рода мероприятие и площадка для демонстрации достижений в области кинематографии на Северном Кавказе. Это уникальное мероприятие, которое очень важным является и знаковым для нашего Северокавказского региона. Я думаю, что и таким же важным по значению он является и для Российской Федерации, потому что это одно из составляющих тех фестивалей, которые проводятся в разных регионах страны. Открытие кинофестиваля состоится 25 октября в 3 часа дня в Сунжском доме культуры. Перед этим также запланирована пресс-конференция с участием руководителей и организаторов. Завершится «Золотая башня» 29 октября. Дана Плиева, Султан Могушков, Новости 24.